Главные события пятницы, 12 июля, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Большинство лесных пожаров в Якутии возникает на труднодоступных и удаленных территориях. Там, где не может добраться наземный транспорт, борьбу с огнем в лесах ведут парашютисты и десантники. Огненная стихия гонит из леса бурых медведей. Животные заходят в села и города, вламываются в дома и выходят на трассы. Байкало-Амурская железнодорожная магистраль отметила свой полувековой юбилей. Расскажем, как встретили праздничную дату в Южной Якутии. Еще один праздник, но уже в Алдании. Первенец золотодобывающей промышленности республики готовится к столетнему юбилею отрасли. Жару выше 30 градусов прогнозируют в Якутске и центральных районах республики. Какие еще погодные сюрпризы ждать в ближайшие выходные? Более 900 парашютистов и десантников тушат лесные пожары в Якутии. В сложнейших условиях пожары тушат около 400 сотрудников якутской базы авиационной охраны лесов, более 250 федеральной авиалесоохраны и свыше 280 парашютистов и десантников из Бурятии, Иркутской и Тюменской областей, Приморского края и Республики Коми. Они работают в каменистых россыпях, где поблизости нет даже маленьких ручьев. Всего с пожарами в республике борются около 2000 человек, и кроме авиалесоохраны работают спасатели, лесники и другие специалисты. Большую помощь продолжают оказывать и местные жители. В республике лесные пожары гонят медведей к населенным пунктам, животные заходят в села и города, вламываются в дома, выходят на трассы. Например, в Алданском районе действует 6 лесных пожаров неподалеку от территории поселения Эллымах. Один из них на расстоянии 20 километров от села. По сообщению жителей, где наблюдали заход медведей на территории села, была проведена проверка. По данным очевидцев, в последний раз их видели 6 июля. Главы и охотники населенных пунктов района предупреждены и готовы к возможным заходам хищников в населенные пункты из-за действующих лесных пожаров вокруг поселения. В Ленском районе также были вынесены решения на регулирование численности бурых медведей, создавших угрозу жизни и здоровью населения. Одного из них, забредших в Ленск, ликвидировали. Сейчас ведутся поиски второго, о них подробнее расскажут наши коллеги. Девочки, у нас медведь. Медведь! Вот этот большой бурый медведь целую неделю обитал на территории тубдиспансера. Пациенты запечатлели Косолапова на камеру телефона. Женщина была удивлена незваным гостем. Бежала вслед, чтобы успеть заснять. Вон он идет. Медведь всю неделю своего пребывания питался с мусорных баков медицинского учреждения. Также находил остатки пищи у неподалеку расположенного кафе. По словам представителей охраны природы, курьезных случаев не произошло, потому что животное было сыто. Несколько дней медведя выслеживали охотники. Вчера он был ликвидирован. Медведя, который находился на тубдиспансере, мы добыли совместно с усилиями ЕДДС Ленинского района. Дежурная часть – это наряд ДПС. Отработали мы и, конечно же, наши охотники. Участок был очень сложный, так как медведь ходил в жилой зоне. Там могли ходить люди, дети, соответственно, домашние животные. Пришлось его сначала выгнать за территорию, что, сами знаете, медведь – животное опасное. С этой задачей мы справились. И это не единичный случай. Еще один медведь прижился у лесопилки, расположенной у микрорайона Северный. Этот медведь истощен, предположительно болен. Его однозначно надо ликвидировать до осени, чтобы он не нагуляет жир, так и будет ходить до глубокой зимы. Вчера поступило сообщение от дачников. Еще один косолапый обнаружен в районе дачных садоводств. Сегодня Комитет охраны природы ведет там патрулирование. На данный момент агрессия от медведей не замечена. Но все же жителям стоит быть внимательнее и соблюдать меры осторожности. Светлана Болеева, Алексей Семенов, Ленск. А вот аэропорт Ленска 4-й день не выполняет рейсы из-за дыма от лесных пожаров. Воздушная гавань при этом работает в штатном режиме. Однако авиакомпании приостановили полеты. По словам директора Ленского аэропорта Павла Черкашина, последние вылеты состоялись еще в понедельник, 8 июля. Самолеты направились в Иркутск и Якутск. В этот же день был запланирован и рейс в Красноярск, но его перенесли, и он до сих пор не может вылететь.
Тем временем паромы на переправе Якутск-Нижний Бестях работают в усиленном режиме. Связано это прежде всего с пиковыми нагрузками. На паромной переправе работают 14 паромов, в том числе 9 судов компании «Паромы Якутии» и 5 судов компании «Ассоциация строителей АЯМ». Водителей просят планировать поездки и учитывать время минимальной загруженности переправы, которая приходится на утро и день в связи с большим наплывом автомобилей. В Якутске продолжается масштабное строительство таких объектов, как микрорайон «Звездный» и арктический центр эпоса и искусств. В новом районе города возводятся и объекты социальной инфраструктуры. Центр эпоса объединит в себе множество функций. Строительство новых объектов проверил глава региона Айсан Николаев. С подробностями Вероника Таюрская. Грандиозную стройку арктического центра эпоса и искусств посетил глава Якутии. В настоящее время на объекте завершены бетонные работы, началась прокладка инженерных сетей и коммуникаций. В здании будут располагаться филармония Якутии, театр Аланхо и Саха-академический театр имени Платона Аюнского. В двух залах смогут разместиться свыше 1500 зрителей. Кроме этого, в центре предусмотрено пространство для выставочных и деловых мероприятий. Общая площадь здания 33 тысячи квадратных метров. Площадь рекреационной зоны 15 400 квадратных метров. Объект строится по абсолютно такому оригинальному, интересному проекту. Конечно же, есть вопросы. Здесь, как всегда бывает при такой большой стройке, мы попросили ускориться по ряду направлений для того, чтобы, безусловно, уже в следующем году наш этот знаковый объект для культуры республики начал уже свою работу. Следующей точкой осмотра стал новый микрорайон «Звездный». Буквально в ближайшее время ожидается ввод новых 4 домов в секторе С. До конца года планируется сдача еще одного многоквартирного дома. Новые дома переселят жильцов, проживающих в аварийном фонде. Все квартиры оснащены всем необходимым, начиная от линолеума на полах, заканчивая сантехникой. Помимо объектов, которые у нас строятся жилье, в этом квартале у нас сейчас ведется стройка школы на 990 мест. То есть она, если будете проезжать ее, увидите, детского сада на 315 мест. И также мы еще планируем начать строительство поликлиники на 600 посещений. Это все будет в данном микрорайоне. И, соответственно, когда люди заселятся в жилые дома, в следующем году они смогут, соответственно, своих детей уже повезти в детские сады, школы в шаговой доступности от домов, в которые они заселятся. Ход строительства пристроя школы 29 в Якутске также проверил Айсан Николаев. Новое здание рассчитано на 350 посещений в смену. Трехэтажный объект будет включать в себя блоки учебных и медицинских кабинетов, помещений для уроков по технологии и трудовому обучению, компьютерных классов. Также планируется размещение кабинета психолога, актового, спортивного и обеденного залов. Не забыли и помещения по художественному воспитанию. Здесь впервые у нас в городе введена такая интересное новшество, которое позволяет как раз решить проблему стесненности, когда малые архитектурные формы, определенные спортивные площадки располагаются как раз на уже кровле здания. И это отвечает всем требованиям современным. Объект должен быть завершен до конца года, и это, конечно же, позволит одной из таких наших больших центральных школ, где сегодня учатся порядка 1300 детей, получить уже современное здание и новые возможности для обучения детей. Строительство всех объектов, посещенные Айсаном Николаевым, ведется в соответствии с графиком. Глава Якутии поручил ускорить темпы работы в отношении арктического центра эпоса и искусств для скорого заезда филармонии и театров в новое просторное здание. Вероника Таюрская, Георгий Григорьев, Якутск. Автопарк пожарных подразделений Верхневилюйского, Сунтарского и Татинского районов пополнился новой техникой. На вооружение противопожарной службы поступили новые автомобили КАМАЗ с установленными пожарными лестницами и резервуарами для воды. Техника поставляется при этом в рамках программы по обновлению парка подразделений Государственной противопожарной службы. Подробности у Александра Хавренко. Многоэтажные жилые дома строятся не только в столице, но и в районах республики. В связи с этим автопарки противопожарных служб нуждаются в современной технике, которая в том числе помогает тушить пожары на 3-5 этажах жилых домов и административных зданий. Еще в начале 90-х такая спецтехника была только на вооружении столичных огнеборцев. Сегодня же ей укомплектовывают и районные пожарные части. У нас строятся высотные здания, с 3, 4, 5 этажей у нас строятся. Вот самые именно вот такие техники
нужны для спасения и для тушения высотных зданий именно. Именно спасение людей. Техниками можно использовать как в виде автолестницы и именно автоцистерны для тушения пожара. Новая техника была поставлена в рамках программы по модернизации технического парка противопожарной службы Якутии. Приобрели за счет средств бюджета и по программам лизинга. Нашей государственной противопожарной службе передалась техника на сумму более 570 миллионов. Это более 50 единиц техники за все эти годы. И сегодня мы, по сути, заканчивая эту программу трехлетнюю, мы уже передаем крайнюю технику на сумму где-то 90 с лишним миллионов. И при этом востребованность данной техники, в целом противопожарной техники, она есть. Мы эту программу будем продолжать. Как известно, на пожаре счет всегда идет на минуты. А благодаря новой программе пожарные подразделения могут прибывать на место происшествия гораздо быстрее и эффективнее бороться с огнем. Александр Хавренко, Станислав Потапов, Якутск. В Якутии за полгода зарегистрировали 340 ДТП, в которых погибли 41 человек, в том числе 61 ребенок. Наибольшее число автоаварий зарегистрировано в Якутске, Нерюнгри и Мирном, а также в Алданском, Мекино-Кангаласском и Хангаласском районах. Особое беспокойство вызывает количество водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Таких случаев насчитали более 1700. По вине пьяных водителей произошло 33 аварии, в которых погибли 4 человека и были травмированы 40. В городах Якутск и Нерюнгри, Амгинском, Вишневилюйском и Мегино-Кангаласском районах прокурорами выявлены факты несоответствия материально-технической базы автошкол установленным требованиям, низкого качества обучения кандидатов в водители. В городе Якутске установлено, что в нарушении закона в 3 автошколах обучение проводится дистанционным способом. При выборе автошколы необходимо помнить, что каждая такая организация должна иметь лицензию на образовательную деятельность, а также заключение госавтоинспекции о соответствии условий обучения водителей, установленные законом требованиям. Приобретение и использование поддельного водительского удостоверения является преступлением, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная мера наказания по которой – это лишение свободы на срок до 1 года. Торжественная выписка новорожденных, родившихся 8 июля, состоялась в перинатальном центре. Больница организовала ежегодную церемонию в честь Дня семьи, любви и верности. Подробнее в материале Александры Котельниковой. По поручению главы Якутии всем матерям на церемонии вручили сертификаты на целевой капитал «Дети столетия». Отдельный же документ на единовременную выплату получили молодые мамы, ставшие матерями впервые. Семьи с 3 детьми получили не только присвоение статуса многодетных, но и повышенный республиканский материнский капитал. По рождаемости наша республика занимает 1-е место на Дальнем Востоке и занимает лидирующие позиции по Российской Федерации. Это результат того, что правительство России, нашей республики, принимает очень много мер социальной поддержки семьям с детьми. И со стороны здравоохранения хочу сказать, что у нас созданы все условия для благоприятного деторождения. Не только торжественная церемония, но и сам уход за детьми после рождения проходит на высоком уровне. Новорожденные сразу же проходят подлежащие процедуры и выписываются уже с необходимыми прививками. У нас в этот день родилось 17 новорожденных. Из них 9 мальчиков и 8 девочек. Детишки у нас находятся в нашем отделении 4 суток. За эти 4 дня они у нас проходят обследование, получают прививки. Это у нас вакцинация против гепатита Б, получают прививку от туберкулеза БЦЖ и еще проводим расширенный неонатальный скрининг. Среди 17 выписавшихся рожениц перинатального центра 7 женщин являются жителями города Якутска, остальные 10 из районов Якутии. Одна из них – жительница Сунтарского улуса. Ни разу так не выписывалась, конечно. Очень красиво. Все сделано, как сказать, по полочкам. Мне очень понравилось. И медперсоналу тоже. Всем хочу благодарить
большое спасибо за хорошие подарки и вот такое выписку. 8 июля 2024 года – дата, в которой ценность семьи становится в 2 раза больше. В год семьи и детства в этот день в республике не только праздновали рождение 17 прекрасных детей, но и провели крупные семейные праздники в городе. Александра Котельникова, Иван Сорокоумов, Якутск. Мирнинский политехнический университет открывает новые направления для абитуриентов. О том, какие перспективы есть у вчерашних школьников, расскажут наши коллеги. Школа позади, а впереди студенчество. Осталось выбрать, где учиться. В рамках приемной кампании Мирнинский политехнический институт открывает новые горизонты для будущих специалистов. В этом году мы планируем осуществить набор на новую программу «Это экономика», профиль экономика предприятий. Это для нас новое направление. Мы раньше готовили ребят по экономике по профилю финансы и кредит. Вот теперь будем готовить для предприятий, да, как бы уже таких экономистов, инноваторов, можно сказать. Для тех, кто хочет связать жизнь с традиционными отраслями, подойдут горное или нефтегазовое дело. А если душа лежит к новым направлениям, то можно выбрать IT-сферу или филологию. Выбор у вчерашних школьников есть. Я поступаю на горное дело. Я поступаю на филологию. Мне стало интересно, что они отправляют студентов за границу, и это была бы нереально крутая возможность. Я поступаю на горное дело. У меня родители электрики, поэтому я думала поступить на электрику. Ну, как-то горное дело мне больше понравилось. Я поступаю на матобеспечение и администрирование систем. За время кампании более сотни абитуриентов подали документы в МПТИ, а 37 человек твердо решили стать студентами этого вуза и принесли оригиналы аттестатов. Третий год выделяются бюджетные места на заочную форму обучения по горному делу, это специалитет, и по электроэнергетике, электротехнике. У нас очная форма обучения – это нефтегазовое дело, традиционно математическое обеспечение хорошо подают. Ну, в принципе, в целом ждем, и где-то вот уже к концу июля будет видно. Учиться на бюджете планируют 84 человека, а получать знания на коммерческой основе – 27. Итоги приемной кампании подведут после 25 июля. Первый в Якутии сквер ветеринарных работников был официально открыт. Он расположен на территории факультета ветеринарной медицины АГАТУ, которая выпускает основную часть кадров в сфере ветеринарии республики. Сам сквер и памятник посвящены юбилейным событиям, приуроченным к 125-летию их службы в республике. Памятник, в свою очередь, это знак благодарности ветеринарным работникам прошлого, настоящего и будущего. Сквер посвящен всем работникам ветеринарной службы республики и первому ветеринарному врачу, да, Гольману. Он вообще приехал сюда, в республику Саха-Якутия, один в 1853 году. Начал здесь трудовую свою деятельность. И оттуда началась уже ветеринарная служба именно в Якутии. 12 июля, в День святых Петра и Павла, в Якутске прошел яркий праздник – День косоворотки. Этот день имеет глубокие корни в русской культуре. Именно в этот день отцы дарили своим сыновьям новую косоворотку, символизируя их переход во взрослую жизнь. Исторически косоворотка была неотъемлемой частью гардероба всех слоев общества, от крестьян до царей. Главное торжественное мероприятие собрало множество гостей и участников. Национальные творческие коллективы демонстрировали свое мастерство, исполняя русские народные песни и танцы. Ко дню косоворотки мы решили организовать мастер-класс «Оберега неразлучники». В прошлом году уже данный мастер-класс проводили. Людям очень понравилось. В прошлом году порядка 50 человек участвовало. Изготавливаются обереги максимально стараемся без ножниц, то есть все из натуральных тканей. Значит, на единой палочке мы изготавливаем отдельно мужчину, отдельно женщину, одеваем их. Вот. Ну и потом украшаем. То есть все, что изготовлено здесь сейчас, забирают с собой. Байкало-Амурская железнодорожная магистраль отметила свой полувековой юбилей. Как встретили праздник в Южной Якутии, в материале наших нерюнгринских коллег.
БАМ протяженностью более 4300 километров является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Строительство БАМа дало мощнейший толчок развитию многих городов и регионов, в том числе и Южной Якутии. В июне этого года заключили договор побратимства с городом Тында. Глава Тынды пригласил нашу делегацию городской администрации на 50-летие БАМа. Мы прошли в колонне, мы прошли с участниками всего этого бамовского движения. Это действительно такое большое, такое всероссийское событие. Я всем бамовцам желаю здоровья, всем бамовцам желаю счастья. Действительно, благодаря БАМу мы живем на территории города Нерюнгри, действительно территория города Нерюнгри развивается. За последние 10 лет провозная способность БАМа увеличилась в 3 раза. Благодаря модернизации восточного полигона она вырастет еще во столько же, что благоприятно скажется на дальнейшем социально-экономическом развитии республики. Сейчас именно мы убеждаемся, что это действительно было принято правильное решение, своевременное. На сегодняшний день уже, как вы знаете, подходит к завершению этап строительства БАМ-2. Это необходимо нам для увеличения пропускных, провозных способностей. То есть объем груза, который идет с потоком с Южной Якутии, с центральных районов России в порты Дальнего Востока, он только все увеличивается и увеличивается. И на сегодняшний день, скажу больше, уже существует проект, и он уже утвержден, БАМ-3. Торжественные события, посвященные юбилею БАМа, с размахом проходили весь год в разных уголках России. Проводились шествия ветеранов БАМа, бойцов стройотрядов и парады техники, которая была задействована при строительстве магистрали. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Первенец золотодобывающей промышленности Якутии, город Алдан, готовится к столетнему юбилею отрасли. Празднование приурочили ко Дню металлурга, а основной упор организаторы делают на чествование ветеранов золотой промышленности. Подробности у Руслана Павлова. 24-й год проходит под эгидой столетия золотодобывающей промышленности Якутии. Век тому назад правительство молодой Советской Республики организовало на алданских приисках Якутский государственный золотодобывающий трест «Як-золото», который почти сразу переименовали в «Алдан-золото». Вскоре, благодаря богатым алданским месторождениям, быстро выросла развивающаяся промышленность, что в свою очередь привело к появлению промышленного рабочего класса в Якутии. Конечно же, золотодобывающая промышленность Якутии сыграла исключительную роль в развитии не только промышленности, но и в целом в социально-экономическом развитии Якутии и советского периода. И сегодня сохраняет свое крайне важное значение. Достаточно сказать, что по итогам 2023 года Якутия добыла свыше 50 тонн золота. Это второй результат в стране. Золотодобычу в Якутии ведут более 50 предприятий разных форм собственности. Однако лишь 10 из них обеспечивают основной годовой объем добычи. В их числе и алданские предприятия, которые по производству золота вновь в лидерах среди отраслевых компаний республики. Это ли не главный подарок ветеранам отрасли к ее юбилею? Да, 19 и 20 числа запланированы эти мероприятия. Это и чествование ветеранов золотодобывающих предприятий, которые большое время проработали в этих организациях. Это будут и торжественные, и праздничные мероприятия на территории культурно-этнографического комплекса СВК. Современные технологии и свежие управленческие решения открывают перед золотодобывающей отраслью новые горизонты. По расчетам специалистов, ежегодный объем добычи золота в России к 2030 году достигнет 600 тонн. Несложно предположить долю Якутии в этих цифрах при динамичном развитии отрасли. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Жару выше 30 градусов прогнозируют в Якутске и центральных районах. В столице республики днем в субботу воздух прогреется до плюс 29, плюс 31 градуса. День пройдет преимущественно без осадков. Жаркая погода ожидается и в центре республики. Дневные температуры достигнут отметок в плюс 28, плюс 33 градуса. На юге и западе при дыме будет плюс 22, плюс 27, на северо-востоке до плюс 16, плюс 21 градуса. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.